Под звуки оркестра военнослужащие выносят на плац российский флаг и боевое знамя части. Сегодня у них праздник, очередная годовщина со дня образования. За 13 лет существования части в ее истории было немало примеров мужества, отваги и преданности солдат своему отечеству. И даже в торжествах участвует неполный списочный состав подразделения. Многие военнослужащие в этот момент на боевом посту оберегают мирную жизнь и покой граждан республики. С праздником защитников Родины поздравляет глава региона. Личный состав полка в самые тяжелые времена показывал готовность всегда стать на защиту как конституционного порядка, так и общественного порядка на территории республики, выполнять задачи не только здесь на территории, но и в любой точке нашей страны великой. И это заслуживает огромного уважения. Большое количество награжденных государственными наградами, ведомственными наградами, поощрениями как руководство войск Национальной гвардии, так и руководство республики. Для нашей молодежи, проходящих службу как здесь в полку, так и за пределами, всегда эта служба становится школой настоящего мужества, возмужания, роста, но и выбора профессии в последующем. Для них служение Отечеству не просто воинский долг, а призвание. Среди них есть и разведчики, и саперы. За высокие показатели по боевой подготовке, за ратный труд и охрану правопорядка военнослужащим вручают благодарственные письма, грамоты и медали. История войсковой части 3718 начинается с 2004 года. Она была создана после трагических событий 22 июня, нападения бандитов на сотрудников правоохранительных органов в Назране. Именно тогда назрела острая необходимость в создании части, которая смогла бы обеспечить безопасность горожан. Полк и сегодня, и завтра, в любое время, дня и ночи готов выполнять служебно-боевые задачи по защите интересов государства. Официальная часть праздника окончена, и гости переходят на соседнюю площадку. Открытие военного городка для семей военнослужащих – подарок годовщине. Раньше вообще, когда мы служили, самое главное для офицера было прапорщика, было то, чтобы тыл был надежный, тыл был прикрыт. Это все обозначалось в одном только. Не в зарплате, ни в чем, а только в жилье. Крыша над головой. И так все задачи выполняли. А вот когда крыша над головой, все там готовы были задачи выполнять еще больше, и еще мотивирование. Для вас это все уже сделано. У вас все это позади, поэтому я всем желаю, чтобы у вас все прекрасно было, чтобы обустроились, чтобы дети в школе учились, в садик ходили, образование получали. Ну а вы преданно, еще более мотивированно служили своей родине, своему долгу, оправдали надежды и Верховного главнокомандующего Владимира Путина и главнокомандующего войск Национальной гвардии. Первые несколько семей получают заветные ключи и подарки. Далее гости осматривают новые апартаменты. Семья Зурабовых встречает гостей праздничным столом, ведь это новоселье для них событие долгожданное. Глава семейства Ахмед Зурабов посвятил службе в органах правопорядка 10 лет. До сих пор многодетная семья ютилась в съемной квартире. Новое жилье очень комфортное, а главное – близко к работе. Рядом находится садик, школа. Как раз у меня дети сейчас ходят в садик. Через год старший пойдет в школу. Я очень довольна, очень удобно. Кстати, школа и детский сад рассчитаны в общей сложности на 160 мест. В новые многоквартирные дома уже в эти дни переедет около 350 семей. Фериде Миржоева, Рахман Цуров, Новости 24.